Якутия одна из первых подняла проблему людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и ночующих из-за этого на улицах столицы Якутии. Чтобы понять причину и найти пути решения, уполномоченный по правам человека в Республике Саха Сардана Гурьева совместно с Министерством внутренних дел инициировала проведение социальных акций «Путь к дому», куда были привлечены представители всех уровней власти от муниципалитета до Министерства здравоохранения Якутии. Первая акция прошла в конце августа, тогда обратилось 75 человек. Оказалось, что из общей массы обратившихся 18 человек оступились в жизни и не знали, что делать. Именно та категория попавших в трудную жизненную ситуацию. Им была оказана действительная помощь. Мне жить негде. Я не хочу ходить под забором валяться. Я не бич. Человек я добросовестный, трудяга. Случайно подошел с человеком, познакомился, и он мне помог, что взял, так как мне жить негде. Бомжи – граждане без определенного места жительства, каста людей, которые живут сами по себе, выбравших путь зеленого змея. Мы проходим мимо, стараемся не обращать на них внимания. Чаще всего люди при виде бомжа испытывают противоречивые чувства. Жалость, потому что перед нами человек. Отвращение, недоумение, презрение и самое главное – страх. Ожидать от оступившегося человека можно чего угодно, ведь ему нечего терять. Поэтому мы стараемся свести к минимуму наши столкновения с непредсказуемой и пугающей реальностью. Якутия со своим суровым природным характером дает бомжам прожить не более 5 лет. На рынке приезжают люди, которые с деревенских на работу устроились, приехали, первую зарплату получили и начали гулять. А здесь, видите, как у нас же народу много ходит здесь, рынок все-таки, и крестьянский, все люди за продуктами приезжают, и с ними встречаются, общаются и друг друга находят, как бы, можно так сказать. Временами с общественными организациями мы проводим проверку по обходу помещений, как бы подъездов, где массовое скопление, где могут собираться люди. Это под домами обычно не собираются, где трубы, теплые трубы идут в зимнее время года. А в теплое время года это за домами, где за гаражами. Раньше здесь гаражи были, сейчас этих гаражей убрали, сейчас поэтому чуть поменьше стало, можно так сказать, проблем. Ну, работа проводится по профилактике выявления лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией в подъездах. Видите, как, чтобы освидетельствовать одного человека по закону на употребление алкогольной продукции в организме, можно час потратить. Это, видите, как патруль полиции приезжает, доставляет человека, лежащего, увозит, и там уже несколько часов, там, если двоих, там можно много времени потерять. У нас же только одна эта организация идет. Каждый сотрудник полиции, который работает, можно так сказать, на земле, будет двумя руками за такое принятие таких решений, чтобы возобновили медвытрезвители. Также люди тоже сами устали от лиц, уже употребляющих алкогольную продукцию. Сейчас у нас по городу, по России, да, нет как таковых медвытрезвителей. Люди, если могут ориентироваться, мы не можем их тащить в отдел. Если человек потерял ориентацию, уже лежит, спит где-то, то только таких можем вытаскивать, доставлять в отдел до вытрезвления. И то до 3 часов. Закон предусматривает только 3 часа. Со стороны может показаться, что акция «Путь к дому» – это разовая показуха, не может принести реальных результатов. Но мало кто задумывается о том, что чтобы провести акцию, нужна большая работа республиканских и федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций. Проводятся встречи, обсуждения, создана рабочая группа участников акции. Только в первой акции задержан человек, находящийся в федеральном розыске, обнаружен больной с открытой формой туберкулеза. Все обратившиеся во время акции поставлены на различные учеты, от медицинского, социального до полицейского. Привлечены общественные организации, занимающиеся реабилитацией данных граждан. Обратились более 70 граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И практически более 45 сегодня смогли получить и пройти флюорографическое обследование. Из них у одного выявлен туберкулез, у 3 выявлены признаки
заболевания туберкулезом, и один, который уже состоит на учете. Его уже, в общем-то, дальше предложили ему, и он уже согласился на дальнейшее лечение. Следующее, по документам, 5 оформлены временные удостоверения. И сейчас у нас вот как раз в палатке под навесом находится гражданин, который по временному удостоверению смог уже получить свою пенсию. И он сейчас собирается в Терях, и мы его обязательно туда увезем. То есть, если на сегодня есть люди, которым негде ночевать, около 20 сегодня граждан изъявили желание поехать в Терях. 3 забрала общественная организация «Алмаз», где они пройдут первичную медицинскую, социальную реабилитацию. И при их желании, при их согласии общественная организация организовала трудовую коммуну в Кобяйском районе, в Орлахском наследии, поедут туда работать. Была сделана попытка трудоустройства граждан этой категории. И здесь появилась реальная картина жизни. Бомж думает только о себе, не имеет никаких обязательств, не несет никакой ответственности и не подчиняется никаким законам. Многим нравится жить на улице. К слову, 90% бездомных вполне трудоспособны. Они просто не хотят работать. Все те люди, которые, как мы видим, лица, ведущие асоциальный образ жизни, они живут на подачках, на подработках мелких. Ну и, соответственно, там где-то кто-то у кого-то украл, где-то продал, сдал там, цветные металлы, бутылки, склянки. Ну, могут они подработать, где-то 300 рублей заработал, полбуханки хлеба, бутылку водки, и все. На 3-5 уже могут они как бы посидеть, подумать. Определенные законы до тех пор пока не будут приняты статьи, как в старые советские времена, там бродяжничество, тунеядство, мы не сможем справиться. За первое полугодие на территории городского округа город Якутск данной категории граждан совершено 807 преступлений, в том числе 9 убийств, 27 причинений тяжкого вреда здоровью и более 300 краж. В связи с наступающей зимой количество людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, может возрасти. Это не только бомжи, но и другие слои населения. Усугубляет ситуацию тот факт, что сейчас идет перерасчет сроков отбывания наказания заключенных. Массово освободившиеся граждане пополняют ряды бездомных. По поводу исполнения федерального закона 186, принятого 3 июля 2018 года, принят к исполнению. Исполняем в полном объеме. На сегодняшний момент направлено 303 ходатайства от осужденных в суд, Хангаласский районный суд. И рассмотрено на сегодняшний момент у нас 77 ходатайств, удовлетворены в полном объеме. 14 человек мы освободили в связи с отбытием срока наказания. Все осужденные у нас документированы, освобождены с паспортами Российской Федерации, а также имеющие профессии. Поэтому 20 октября на территории бассейна Челбон будет проводиться новый этап акции «Путь к дому», где опять будет отрабатываться межведомственное взаимодействие государственных органов, правоохранителей, муниципалитета и социально ориентированных общественных организаций. Уже предусмотрены места в центрах адаптации для размещения нуждающихся в жилье граждан. На месте проведения собравшимися будут вести работу психологи и наркологи, а медики проведут обследование. Все обратившиеся смогут получить горячее питание и одежду по сезону. Им будет оказана помощь в восстановлении утраченных документов, восстановлении родственных связей и содействии в трудоустройстве. Если вы располагаете информацией место скопления данной категории лиц, до 20 октября сообщите по номеру 405507. Ведь не факт, что сарафанное радио бомжей о проведении акции дойдет до каждого из них. Убрать с улиц людей без определенного места жительства, либо же взять их под контроль, значит защитить здоровье и жизнь своих родных и близких. Не будьте безучастны.